В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшик Шара. Здравствуйте. Пресс-служба президента Абхазии прокомментировала выполнение соглашения об общественно-политической стабильности в стране в связи с заявлением оппозиции о невыполнении пунктов этого соглашения. В данных заявлениях содержится недостоверная информация, которая может ввести наших граждан в заблуждение, отмечается в комментарии. Пресс-служба президента высказывает убеждение, что если бы представители оппозиции более качественно и ответственно подходили бы, например, к отбору кандидатов на судейские должности, то Конституционный суд уже был бы полностью сформирован. Соглашение об общественно-политической стабильности представляет собой целостный политический акт, и поэтому глава государства призывает оппозицию ответственно выполнять все пункты соглашения, а не только те, которые нравятся его отдельным участникам. Что касается выхода общественной организации «Кяраза» из вышеуказанного соглашения, то, как обращает внимание пресс-служба президента, соглашение подписано с блоком оппозиционных сил, в состав которого не входит организация «Кяраза». Следовательно, она не являлась стороной соглашения, из которого якобы вышла. Полностью текст заявления опубликован на официальном сайте президента. Актуальные вопросы сферы градостроительства сегодня обсудили в пресс-центре агентства «Спутник». Представители Управления по строительству и архитектуре вместе со своими коллегами из администрации столицы ответили на вопросы журналистов и рассказали об отношении к происходящему в стране строительному буму. Как избавиться от незаконного строительства и когда же появится генплан Сухума, расскажет Низфа Аршба. Посылом сегодняшней встречи стала фраза, которая может стать девизом любого начинания в сфере строительства и архитектуры – «Полюбите свой город». И это изречение можно применять и в масштабах республики. Главное – понять и прекратить застраивать страну, превращая ее в бетонные джунгли, не имеющие ни парковок, ни зеленой зоны, ни удобств. Кстати, о парковках. В законе прописано, что при строительстве гостиницы или отеля парковочные места рассчитываются, исходя из нормы 60 квадратных метров на место. Вот и получается, новые здания есть, а необходимой инфраструктуры нет. Но это не самая большая проблема сферы. В нашей стране до сих пор отсутствует градостроительный кодекс. И пока его нет, незаконные строения будут появляться. В документе, который парламент принял уже во втором чтении, как говорят специалисты, столько ошибок, что легче написать новый, чем исправлять нынешний. Вы знаете, несоответствие ошибок и вообще то, что не подходит, я, когда писала, было толще, чем сам кодекс. Да. Они взяли, значит, Азербайджана кодекс, оставили преамбулы, убрали все статьи. И вот эти преамбулы, во-первых, без расшифровки, во-вторых, значит, Азербайджан это не Абхазия, это вообще другая структура государства. Незаконное строительство становится бичом нашего времени, ведь начиная возводить объекты в любом понравившемся месте, некоторые горе-бизнесмены не задумываются над тем, можно ли здесь строить вообще. О необходимости иметь разрешительные документы они чаще не вспоминают, считая это не столь важным. Каких-то рычагов воздействия, как оказалось, у архитекторов нет. И информация о том, что кто-то начал рыть траншею, заливает бетонную площадку или же возводит стену двухэтажного дома, самостоятельно прояснить они не в силах. Сухум большой, а сотрудников управления немного, в то время как строить нынче желает практически каждый второй житель столицы. Главное поймать начало. Если мы успеваем, у нас уже много, значит, в практике в нашей очень много объектов, где мы успели увидеть, что начали заливать фундамент, или же захват земельного участка, это заборы передвигают, у нас это очень любят. По Сухуму мы видим, что уменьшилось самовольное строительство. Это или экономические какие-то, видимо, вот у людей нет денег, или люди осознают, что это их город. Еще один метод, который позволит остановить самовольных строителей, это ужесточение выдачи градостроительных заключений. Тимур Зантария уверен, как только самовольное строительство перестанут узаконивать, ситуация кардинально изменится. Глава администрации потребовала от всех от нас ужесточить все методы выдачи градостроительных заключений. То есть мы всячески будем препятствовать тому, чтобы самовольное строительство было узаконено. Если застройщик, потенциальный застройщик изначально будет знать, что его объект никогда не узаконится, что с этим объектом нельзя будет сделать никакие правовые отношения, то есть заложить его, продать, подарить кому-то, даже вплоть до того, чтобы подключить городским инженерным коммуникациям, тоже будут большие проблемы.
этот человек задумается над тем, стоит ли овчинка выделки. Пока в стране не появится орган, который будет заниматься сносом незаконно возведенных зданий, справиться с самовольным строительством, принимающим угрожающие масштабы, будет сложно, говорит Эсфирь Майтоп. Каждая стройка не просто должна иметь разрешительные документы, но и проходить под контролем архитекторов. Ну а если в придачу к столь необходимому закону появится еще и не менее важный генеральный план города, то пыл у тех, кто задумал строить где угодно, поубавится. Что касается вкусов и предпочтений архитектуры новых зданий, появившихся в столице за последние годы, то специалисты рекомендуют попридержать эмоции и взглянуть на них еще разок. Может, это сейчас нам кажется, что они уродливы и вычурны, а лет через 100 это здание станет архитектурным шедевром. Как когда-то башня Эйфеля, без которой сегодня сложно представить себе Париж. Нис Фаршба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Депутат парламента Алмаз Джапо вышел из партии Айнар. Об этом говорится в сообщении на странице партии в соцсети Facebook. В связи с этим в политической партии Айнар было проведено внеочередное заседание Высшего совета организации. На заседании был обсужден ряд текущих организационных вопросов, а также путем голосования был избран новый член политсовета Саид Сангулия, говорится в сообщении. Экспертный фонд Айнар, созданный в 2010 году, в 2015 году был преобразован в политическую партию Айнар. Алмаз Джапо – один из создателей фонда Айнар, он входил в состав политсовета партии. Вот уже больше месяца жители Гулрипского района страдают от перебоев в водоснабжении. Отсутствие воды – это, конечно, всегда проблема, особенно летом. В теме разбирались наши корреспонденты. Именно так жители Гулрипского района, в частности поселка Гудзера, вынуждены выходить из сложившейся ситуации. Уже почти месяц, как питьевая вода в их домах большой дефицит. Поэтому в ход идут ведра, бутылки, словом, сгодится любая емкость. Благо, во дворе стоит бак, который периодически наполняется водой. У бака выстраиваются целые очереди. Наверное, месяц где-то. Дают, выключают, не знаю. Где вот здесь наш бак? По чуть-чуть идет и набираем каждое утро, каждый вечер. Тащим сколько можем. У меня сын, вон, больной, инвалид, тоже с одной рукой, но как-то себе хотим что-то делать дома, принести всю. Вода – это жизнь наша, правильно? А всему виной один из насосов станции подкачки, расположенной в поселке Багмаран, который вышел из строя, вследствие чего вся нагрузка пришлась на оставшиеся два насоса, двигатель одного из которых, в свою очередь, тоже сгорел, не выдержав большой нагрузки. А сейчас вообще на один насос остались. Этот насос тоже греется, значит мы по 2 часа так вот включаем. Но не везде он успевает. На подъемах он, значит, не поднимется, не все имеют и мало, значит, выдает. Напора нету. По словам начальника ЖКХ, необходимые запчасти уже заказаны. И в скором времени полное снабжение района водой будет восстановлено. Был вопрос поставлен администрации перед правительством. Было выделено 700 тысяч рублей. Эти деньги уже был заключен договор с российской компанией на поставку электродвигателя с насосом. Этот насос, электродвигатель достаточно мощный, самый мощный из тех, которые у нас стояли. Оплата произведена. В ближайшие дни, я думаю, в течение недели, 10 дней, как бы он придет и будет установлен. И тогда ситуация немножко выровняется. А пока вода в дома Гулрипского района поступает по установленному графику. На Алакове, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Несанкционированная торговля молочными продуктами – одна из острейших проблем города, с которой сложно справиться. В то и дело звучат жалобы жителей, а также администрации рынка о том, что крестьяне торгуют продуктами питания прямо на тротуарах. Часто такую картину можно наблюдать на рынке, но в последнее время люди взяли за правило продавать сыр, молоко и творог на проспекте Аяйра. Сегодняшний случай тому яркий пример. По словам очевидцам, «Газель» с молочными продуктами стоит здесь практически с самого утра. Несмотря на неоднократное предупреждение и требования сотрудников санэпидемстанции прекратить торговлю, ситуация не менялась. Но при виде нашей съемочной группы продавцы поспешили ретироваться. Санэпидемиологи предупреждают, покупать подобную продукцию опасно для жизни, так как при такой температуре воздуха она быстро портится. Сегодня я к этой машине утром подошла и предупредила их, что скоропортящаяся продукция должна реализовываться в соответствующих местах и в соответствующих условиях.
и на нее должна быть представлена соответствующая документация. Значит, с момента моего первого предупреждения прошло около, наверное, 4-5 часов. Сейчас, когда я увидела, что эта машина продолжает реализовывать уже полностью испорченный товар, то есть термические условия у нас сейчас погодные на улице, вы сами знаете, довольно-таки жарко. В продаже был творог, который через 2 часа нахождения в такой температуре становится просто опасным, были просто-напросто отсюда удалены. Вот. Мне не понравилось, что наш народ, который, зная о том, что молочно-кислая продукция должна храниться в соответствующих условиях, идет покупать не в магазины, где она безопасна, хотя бы как-то проверена, а покупает вот здесь, в неприспособленных условиях, из багажника машины грузовой. Продавец тоже, как вы понимаете, не обследован, не имеет никаких медицинских справок о своем состоянии здоровья. Молочная кислая продукция должна быть проверена обязательно ветеринарными врачами. Поэтому я обращаюсь к нашим жителям города о том, чтобы они всегда покупали молочно-кислую продукцию только там, где это проверено. Сегодня в АГУ прошли 2 торжественных мероприятия. В торжественной обстановке выпускникам вручили красные дипломы и отметили 80-летие исторического факультета. Доктор философских наук, главный редактор журнала «Вопросы философии» Борис Пружинин вручил дипломы выпускникам исторического факультета по специальности «Международные отношения». Исторический факультет прошел долгий и сложный путь становления. С момента создания Сухумского государственного педагогического института в 1932 году была начата подготовка студентов по специальности «История». А спустя уже 5 лет, в 1937 году, был открыт исторический факультет, у истоков которого стояли выдающиеся общественные и государственные деятели Михаил Трапш, Георгий Дзидзари, Зураб Анчабадзе, Акибей Хонелия. Они внесли большой вклад в становление исторической науки. На факультете работали известные ученые-профессора Георгий Амичба, Юрий Воронов, Георгий Шамба. Важно отметить, что основоположник современного абхазского государства Владислав Ардзенба был выпускником исторического факультета АГУ. На сегодняшний день на факультете работают 3 кафедры – история, археология и этнология Абхазии, история России и зарубежных стран, а также история и теория международных отношений. Деканом исторического факультета является кандидат исторических наук, доцент Алик Габелия. Исторический факультет внес большой вклад в историческое образование, в становление исторической науки Абхазии. Вообще 80 лет – это и мало, и много. Факультет, конечно, всегда являлся одним из ведущих факультетов, потому что наши выпускники работают во всех сферах нашего общества. На юбилейном вечере исторического факультета также состоялось торжественное вручение дипломов лучшим выпускникам АГУ. В этом году исторический факультет окончили 83 выпускника. Абзак Берзени – выпускник отделения международных отношений. Он уверен, что университет дал ему достаточно знаний, чтобы исполнить давнюю мечту – стать дипломатом. То, что я окончил именно международные отношения, заставляет меня чувствовать, что я стал частью чего-то большего, чем стандартный выпускник. И чем бы я ни занимался в процессе обучения в этом университете, эти замечательные 5 лет под чутким руководством моих преподавателей, на данный момент я уверен, что я буду полезен абсолютно в любой сфере. На историческом факультете проводят немало научно-практических конференций, в том числе и международных. В них активное участие принимают не только состоявшиеся ученые, но и молодые преподаватели, аспиранты и студенты. Знания, получаемые студентами в аудитории, закрепляются на практике. Ежегодно для них проводят археолого-этнографические экспедиции. На юбилейном вечере исторического факультета прозвучало немало теплых слов в адрес студентов и преподавательского состава. Также зачитали поздравительное письмо из Северокавказского федерального университета. Мы высоко ценим те партнерские взаимоотношения, которые сложились между нашими коллективами за последние годы, и гордимся тем, что наши научные сообщества соединяют не просто многолетние творческие связи, но и крепкие дружеские отношения. Выражаем глубокую уверенность, что такое сотрудничество будет укрепляться и способствовать стабилизации социально-политического положения на Кавказе и укреплению дружбы народов России и Абхазии.
Исторический факультет АГУ дает широкопрофильное квалифицированное образование и открывает перед студентами большие перспективы. Сотрудники и руководство факультета полны новых планов и идей по его дальнейшему развитию. Алика Трапш, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Сегодня Нодарчан по приказам министра культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвиры Арсалия назначен директором Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия, сообщает пресс-служба Минкульта. Нодарчан – композитор, дирижер, народный артист Абхазии. Напомним, что художественным руководителем капеллы является Нура Аджинджал. На данный момент Абхазская капелла готовится к фестивалю органной музыки в Пицунде. Также капелле предстоят гастроли в Москве в октябре 2017 года. День города Сухум отмечается ежегодно в первую субботу июля, а в этом году датой празднования станет 1 июля. В этот день для жителей и гостей столицы Абхазии организованы праздничные мероприятия, которые пройдут на нескольких городских площадках. Об этом наш следующий сюжет. В этом году на День города жители и гостей столицы ожидают множество мероприятий. На набережной Махаджиров столичный комитет по вопросам молодежи и спорту с 6 до 8 часов вечера проведет ряд мероприятий. В парке имени Баграта Шунгба пройдет выставка ручных изделий учащихся лицея-интерната, а также художественная выставка-продажа работ молодых художников «Сухум глазами молодежи». Для детей будет организовано рисование, лепка, раздача шаров, мячей и выступления аниматоров. А любители гончарного искусства смогут получить бесплатный мастер-класс по изготовлению керамических изделий. В 6 часов вечера у драмтеатра состоится встреча между командами по боксу Сухума и Ростова-на-Дону. А в 7 вечера от ресторана «Белый парус» до колоннады пройдет открытый турнир по шашкам, шахматам и настольному теннису, где каждый желающий сможет принять участие. На площади имени Багапша планируется организовать фотовыставку «Конифа-2016». Далее праздничные мероприятия будут продолжены на платформе станции ГУМА. Главное мероприятие запланировано вот на этом месте, где мы сейчас находимся. Это платформа ГУМА. В 22 часа здесь запланирована праздничная программа, концерт с участием наших артистов. И также мы приглашаем наших коллег с России, которые будут устраивать лазерное шоу. Оно будет очень зрелищным на фоне исполнения наших песен, которые мы уже успели полюбить. Будет, сопровождаться лазерное такое представление, которое украсит, я уверен, эти номера. В 23:30 все любители рок-н-ролла смогут насладиться живым исполнением группы Red Rocks. После концерта состоится дискотека с участием диджея «Вавилон». По словам организаторов, гостей и жителей столицы ждут еще много сюрпризов. Приглашаем всех жителей и гостей столицы посетить наши мероприятия. Наша главная задача – сделать так, чтобы люди, которые придут на мероприятие, получили массу удовольствия. И множество сюрпризов, несомненно, будут ждать всех, кто придет посетить праздник. Организаторы праздничного мероприятия предупреждают жителей и гостей столицы, что 1 июля с утра будут перекрыты дороги, ведущие к платформе ГУМА. Также городской транспорт будет работать до 12 ночи. Алика Трапш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Следуя примеру РЖД, российские авиаоператоры открыли продажи единых билетов в Абхазию. Покупая билет на самолет на сайтах авиаперевозчиков или в агентствах по продаже, можно сразу оформить и проездной. Такие продажи будут действовать до 30 сентября 2017 года. Об этом сообщается на сайте TripSmile.ru. В сообщении говорится, что на сайте Единой транспортной дирекции можно дозаказать билеты на автобусы и изучить подробное расписание. При этом расписание автобусов состыковано с рейсами самолетов. Так, в Абхазию по единому билету можно доехать в Гудауту, Новый Афон, Гагру, Пицунду, Сухум. Кроме того, в международном аэропорту Сочи в курортном сезоне 2017 года появилась новая услуга для путешественников, следующих в Абхазию. Стыковочный маршрут «Самолет плюс автобус» можно оформить одним платежом в авиакассах или на сайте Авиатранс. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 19-23, днем плюс 25-29 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.